Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить о Грузии, о грузинских выборах. И там есть абхазский контекст, и он в последнее время в этих выборах достаточно становится таким козырным. Естественно, мы будем сегодня говорить с нашим главным политическим экспертом Астамуром Таня. Астамур, добрый день. Здравствуйте. Ну вот грузинская мечта, а потом уже Иванишвили заявили о том, что вот им нужно конституционное большинство в парламенте, то есть им нужно, чтобы за них грузинский избиратель проголосовал массово, и чтобы получить возможность вносить изменения в основной закон, и в частности грузинская мечта и Иванишвили уже сказали, что им это нужно в том числе для того, чтобы восстановить территориальную целостность страны и чтобы, соответственно, внести некоторые изменения в территориальное устройство Грузии. Я вот очень много всяких споров вокруг этого, да, комментариев и так далее. Там большинство грузинских, точнее говоря, почти все, которые оппонируют грузинской мечте, они говорят, что он просто блефует. У меня, в общем-то, другое мнение, но я хотел бы вот с тобой вокруг этой темы как-то подискутировать. Я бы хотел бы выяснить твое мнение вообще, что это, как это. Ну, здесь на этот вопрос, мне кажется, сейчас не ответит никто. Потому что, во-первых, бывает, что имеет человек какое-то искреннее желание, которое потом невозможно реализовать. Это первое. А второе, мы знаем, что никогда так много не врут, как во время войны, охоты и во время выборов. Вот. Поэтому мы, естественно, должны делать поправку на то, что борющиеся за власть силы, они будут заниматься популизмом. Вот. Но, тем не менее, отчасти я с тобой могу согласиться, вот, потому что меня на это наталкивает? Последнее было политическое заявление об ответственности Саакашвили и Единого национального движения за события 2008 года, которое было сделано грузинскими властями. На самом деле это очень серьезная заявка, вот, которая не может пройти без последствий. Во-первых, сейчас будут, конечно, грузинскую мечту обвинять в том, что она поддерживает российские нарративы, но мы должны чуть-чуть абстрагироваться от сегодняшнего контекста и вернуться к контексту 2008 года. Вот. Мы помним, что была комиссия международная во главе с Хайди Тель-Авини, которая пришла к выводу, что именно грузинские власти несут ответственность за начало военных действий в 2008 году. Вот. То есть такой был и международный контекст в 2008 году. Вот. Поэтому не нужно экстраполировать какие-то сегодняшние настроения или интересы на то, что происходило в прошлом. Это очень ошибочная методология. Вот. За этой заявкой должно уже, мне кажется, логически следовать вообще постановка вопроса о целесообразности закона об оккупированных территориях. Вот. Поэтому, естественно, это не может быть прямым следствием, это, скорее всего, будет результат какого-то диалога, в котором, я думаю, необходимо будет участие абхазской стороны, потому что если говорить о урегулировании конфликта, то без участия в переговорах представителей Абхазии трудно ожидать какого-то прогресса. И вот еще один момент хочу сказать. Что касается 2008 года, вот, мне кажется, это серьезный позитивный шаг в направлении изменения контекста вокруг конфликтов. Вот. И мне кажется, что другим логическим шагом все-таки является осознание ответственности за начало конфликта 1992 года.
Сейчас в грузинском обществе практически не говорят об этой ответственности. Но мы знаем даже, вот, почему-то даже на это внимание не обращают, что есть даже интервью Шеварднадзе. Ну, он уже в отставке был, правда. Но он признал, что грузинская сторона, правда, он возлагает ответственность на Тенгиза Китавани, она несет ответственность за начало военных действий в 1992 году. Вот. Есть интервью интересное Каркарашвили, который признает, что действия грузинских вооруженных формирований, они вызвали массовую негативную реакцию в Абхазии. Вот. Поэтому мне кажется, что вот этот путь осознания ответственности, он является одновременным путем для изменения вот такого ландшафта и уже создания климата для предметного диалога. Вот если грузинская мечта пойдет в рамках этой логики, мне кажется, мы сможем изменить вот такой вот контекст вокруг конфликта. Но мне кажется, вот логика движения грузинской мечты Иванишвили, она в принципе понятна. Да, там есть желание в первую очередь восстановить отношения с Россией, через это решить какие-то свои вопросы. И какие-то свои вопросы – это прежде всего, там, как они говорят, восстановление территориальной целостности. Они об этом часто говорят. Но вот сейчас, в общем-то, вот этот контур того, о чем они думают, он как-то стал вырисовываться. Да? То есть, если грузинская мечта заявляет о том, что им нужны изменения в Конституцию для того, чтобы касать относительно территориального устройства, иначе типа восстановить территориальную целостность, как они говорят, невозможно, то я просто как бы напомню, что в грузинской конституции там статус Абхазии, он прописан как автономная республика, как они часто говорят там, то есть у этой автономной республики широчайшая там автономия, да, то есть прописано. То есть если они говорят о том, что им того, что прописано в конституции, не хватает. То есть следующее, значит, речь идет, в общем-то, о конфедерации. Ну, такая формальная логика имеет право на существование, но она не единственная. Да, ну, не единственная, но мне кажется, вот об этом речь идет. С другой стороны, вот почему мне кажется, что главный все-таки упор будет делаться не только вот там в каких-то отдельных взятых сегментах. Я думаю, это такая комплексная программа от того, что и главная цель, наверное, все-таки как бы наладить отношения с Россией. Но наладить отношения с Россией без вот этого сегмента, который образовался в 2008 году, там, о том, что Россия оккупировала две ее территории, грузинские якобы территории, там, Абхазию и Южную Осетию, и соответствующе как бы закрепила это в отдельном законе. То есть без вот этого, мне кажется, вообще любое другое как бы движение вот в этом направлении, наверное, бессмысленно. Мне кажется, что речь идет о многих вещах, и в том числе и об отмене закона об оккупации. Мне кажется, в любом случае, да, Россия, наверное, не очень. И здесь дело даже не в Абхазии и в Южной Осетии, а, в общем-то, если Москва желает видеть Тбилиси партнером, и, естественно, как бы этот партнер не может быть оккупантом в реальности. То есть вот это... То есть ты говоришь, что нужно решить какие-то юридические проблемы.
Юридические проблемы – это не только юридические. Я думаю, здесь и ментально-идеологические проблемы. Ментально еще сложнее. Да, но это все сложнее, но, наверное, когда существует, допустим, закон об оккупации, о нем каждый раз говорят, вот, и согласно этому закону вот, как бы апеллируют, говорят об Абхазии, об Южной Осетии и так далее. И, естественно, все время упоминается, что Россия оккупировала. Да, мне кажется, сейчас, наверное, будет идти тенденция к тому, чтобы вот отказаться от вот этого нарратива оккупированных территорий. У меня такое ощущение. Потому что здесь очень много таких взаимосвязанных кирпичиков, которые, в общем-то, каждый по отдельности, он просто не может стать каким-то фундаментом, какой-то стеной выложенной. Да? То есть, и здесь вот в этой череде кирпичиков присутствует это не только там, закон об оккупации. Я думаю, когда грузинская мечта говорит речь о внесении изменений, наверняка она сейчас этого не договаривает, но наверняка речь идет и о том, чтобы убрать оттуда там стремление быть членом в НАТО. Ну, еще раз говорю, они сделали заявление в контексте того, что могут произойти какие-то изменения во взаимоотношениях с Южной Осетией и Абхазией. Мне кажется, ты упускаешь из виду, что помимо Абхазии еще существует Южная Осетия. В нынешней грузинской конституции у нее не закреплено таких прав, как за Абхазией. Вот. Это надо всегда иметь в виду. Это первое. Второе, что касается закона об оккупированных территориях. Ну, мы помним, в каких условиях он тогда принимался. Он скорее носил тогда пропагандистский внутриполитический характер. Потому что больше никакой реакции грузинское государство сделать на то, что там происходило, оно не могло. Вот. У него не было реальных рычагов, чтобы изменить этот контекст, который сложился после признания независимости Абхазии и Южной Осетии. И они пошли по этому пути. На мой взгляд, путь был изначально тупиковый. Потому что он сломал площадку для диалога, официальную площадку для диалога, которая у нас была и работала эффективно. Загнал ситуацию в тупик. Вот. Сейчас у нас практически целое поколение людей выросло, которые даже не помнят, что шел грузино-абхазский переговорный процесс. Вот, и воспринимают любые контакты официальные или какие-то экспертные в штыки. Вот. Эта ситуация была порождена вот такими шагами грузинского руководства. Поэтому, мне кажется, отмена закона об оккупированных территориях, как бы ее никто не преподносил, нужно это России больше, Абхазии, Южной Осетии, это в такой же степени, больше, естественно, чем для России. Россия, я полагаю, что все равно есть этот закон об оккупированных территориях или нет. Вот. В большей степени, мне кажется, чем России, необходим, конечно, Грузии. Выход, нахождение этого решения. Что касается конституционных изменений, я довольно так, как сказать, не вижу в этом какой-то перспективы. Потому что изменение Конституции Грузии, оно не может предполагать конфедерацию. Это потому что изменение Конституции Грузии – это односторонний акт. Вот. Который все равно предполагает рамки территориальной целостности Грузии. Вот. Мне кажется, что если мы будем идти по этому пути, потому что, допустим, да, мы все равно забываем и Абхазию. Если, допустим, вдруг в Грузии созрела такая воля установить с Абхазией конфедеративные отношения, у нас же тоже есть своя конституция. Мы про другое. К этому мы придем. У нас тоже есть своя конституция, которая да. То есть, поэтому, мне кажется, если мы не должны создавать новые какие-то тупиковые сущности. Загонять ситуацию в новый, из одного тупика в другой. Вот. Что, на мой взгляд, могли бы сделать грузинская и абхазская сторона? Они могли бы изменить климат и контекст.
Потому что вообще политика, она носит контекстуальный характер. То есть она является, внешняя политика, она в том числе является реакцией на то, что вокруг нас происходит. Вот. Поэтому, если вот поменять контекст, изменение контекста, оно приведет, конечно, и к изменению и внешней политики сторон. Это мы должны понимать. Вот. Что для этого можно было сделать? Ну, во-первых, естественно, это прекращение вот этого законодательства об оккупированных территориях. Вот. Или его как-то купирование тех статей этого законодательства, которые запрещают диалог с абхазской стороной. Вот. Создание какого-то переговорного формата и решение проблем, которые интересуют обе стороны. Прежде всего население. В том числе то, которое живет в приграничных территориях. Это экономические вопросы, это гуманитарные вопросы, это права человека, различные шаги по укреплению мер доверия. Вот все это может создать благоприятный климат, исходя из которого потом будет вестись диалог по более сложным вопросам. Вот. Здесь это очень так нужно осторожно с этими вопросами работать. Но ты, когда говоришь контекст, ты именно вот это имеешь в виду, да? Изменение контекста? Да, я думаю, что сейчас в силах сторон не является решение каких-то глобальных разделяющих нас проблем, политических, или так называемые вопросы государственно-правовых отношений. Вот. Мне кажется, что это трудно решить. Вот. Мы можем решить более простые, на самом деле не менее важные вопросы, те, о которых я говорил. Вот если это удастся сделать, создать площадку постоянно действующую, переговорную, на которой эти вопросы будут решаться, вот, экономические, еще раз говорю, гуманитарные, права человека и так далее, ну, там, транспортные, все прочие, торговые. Вот это все, когда у нас будет механизм решения этих проблем, мы по прошествии какого-то времени можем, возможно, подойти к обсуждению различных других вопросов. Потому что ситуация, например, на Южном Кавказе, мы же не можем предсказать, как она будет меняться. Какие процессы будут происходить между Арменией и Азербайджаном. Вот. Как конфигурация внешних акторов сложится. Мы даже знаем периоды, когда существовала в истории, короткие, правда, периоды, Закавказская федерация. Тоже бывало. Вот. Сейчас, конечно, это фантастически выглядит, но, возможно, какие-то будут на Южном Кавказе механизмы, там, в сотрудничестве в пограничных делах, транзитных, таможенных и так далее. Могут быть какие-то наднациональные органы на Южном Кавказе создаваться, вот, которые облегчают такое вот сотрудничество. То есть, сейчас это, еще раз говорю, выглядит фантастически, но наше поколение вообще не имеет права ничему удивляться. Потому что на наших глазах гораздо более заметные изменения в мировом ландшафте произошли. Но я опять же исхожу там из того, что там, допустим, происходит в Грузии, той, наверное, недосказанности, которая так или иначе присутствует. И как бы у меня такое ощущение, что все-таки есть какой-то очень живой контакт между Москвой и Тбилиси. Иначе, наверное, не было бы вот таких как бы... Послушай, разве в этом есть что-то новое? Есть так называемые представительства швейцарские, которые де-факто являются посольствами России в Грузии и посольством Грузии в России. И они действуют уже очень давно. То есть живой контакт существует давно. Я не об этом. Ты имеешь в виду меню в этом контакте? Да, меню. Я отнюдь не имею в виду там исполнение каких-то консульских функций. Я говорю о том, что идет очень серьезное какое-то общение на политическом уровне. На политическом уровне. И, судя по всему, вот в это общение Абхазия вообще никакого отношения как бы
не имеет. То есть она как-то не присутствует в этом диалоге. Есть опасения, что как бы грузины считают, что... А откуда ты знаешь? Ну, я говорю Мы про это так же знаем, как про живой грузино-российский диалог. Да, но я говорю об своих ощущениях. Мы сейчас не можем говорить о каких-то вещах, как о состоявшемся факте. Я говорю просто о ощущениях, потому что обычно, вот, когда такие вещи происходят, как бы приходится разве что вот как-то догадываться, рисовать себе картину, которую ты видишь. И не обязательно, в принципе, что эта картина совпадает там с реальностью. Знаю, ты говорил, что ты связываешь принятие в Грузии закона об иноагентах с влиянием Москвы. Да? Один из эпизодов, А я совершенно этого не вижу. Вот представь, в Москве, наверное, тоже не идиоты. Они знают, что к России в Грузии, ну, мягко говоря, недоброжелательные отношения массовые. Вот. Это, кстати, и до 2008 года существовало. Да. То есть новизны в этом смысле не появилось. Ну, общество так настороженно, мягко говоря, к России относится. И, допустим, представим, что в Тбилиси есть власть, которая готова, по крайней мере, считаться с интересами России. Зачем ей давать такое техзадание из Москвы? Якобы для демонстрации лояльности, чтобы подорвать ее позиции, что ли. Я вот в этом смысла никакого не вижу. Мне кажется, тем более, зная, допустим, опыт какой взаимоотношений там, российских представителей даже с абхазскими представителями, ну, совсем так грубо себя люди не ведут. Поэтому мне кажется, что здесь нужно искать не столько российские корни принятия этого закона, сколько интересы правящей грузинской элиты. Вот чем они руководствуются, для чего они делают это, вот в этой области лежит. Астамур, ну, понятно, что там ты говоришь о том, что что в грузинском обществе к России в основном негативное отношение, но и понятно, что одним законом... Одним законом сыть не будет. Да, одним законом об иноагентах, в общем-то, ты это мнение, в общем, не сможешь поломать, но надо понимать, что 30 лет последние, когда, в общем-то, вся информационная машина грузинского государства, там, идеологическая и так далее, она работала над образом, во-первых, то, что им надо двигаться в сторону Запада, с другой стороны, в их бедах виноват там был Советский Союз, потом уже Россия и так далее. Естественно, это как бы за один день, за одним законом ты это, как мнение, в общем-то, не вытравишь. И, естественно, для этого, опять же, нужно некое время, чтобы, в общем-то, как-то поменять взгляды на Москву. Но с другой стороны, да, я согласен. Можно я чуть-чуть добавлю? Да, я докончу мысль. Я согласен, что там у грузинской мечты, да, если бы там был бы только чисто свой интерес, там я не знаю, там грузинская мечта, может, и подумала бы, но я думаю, в этом законе об иноагентах есть и, в общем-то, и свой интерес у грузинской мечты тоже. Вот взять вот как-то под контроль вот эти все политические организации, СМИ и так далее и тому подобное. То есть здесь как бы позиции, взгляды на закон об иноагентах, что у Кремля, что у грузинской мечты, они совпадают. Другой вопрос. Грузинской мечте закон об иноагентах, он как бы показывает, что мы, в общем-то, меняем свой вектор развития. Да, мы не кардинально меняем, мы сейчас сразу не говорим, потому что мы все время там обществу говорили, что вот мы идем там к тому, чтобы мы вошли в Евросоюз, да, но тихо, эта риторика будет сводиться как бы на нет.
вот эта европейская тема. Сейчас, если ты посмотришь, вот верхушки остаются, да, то есть тренд, мы в Евросоюз вступим, но очень много таких вещей, которые, в общем-то, никак не вписываются в европейское будущее Грузии, да, там принятие различных законов, и не только закона об иноагентах, да, и здесь, в общем-то, когда уже внутренняя содержательная часть, она будет несовместима с европейским путем развития, естественно, и потом уже этот сам европейский путь, вот это развитие, как бы эта оболочка, она так само собой как бы отойдет. У меня такое ощущение. Ну, ты знаешь, я помню как-то Владислав Григорьевич Арзенбах шутил. Мы ориентируемся на Запад, говорил он. А на Западе у нас Россия. Вот. У Грузии на Западе тоже Россия. Вот между Западом и Грузией есть такой небольшой перешеек размером с Россией. Вот. Поэтому здесь речь не столько в том, чтобы пропаганда вела к тому, чтобы там улучшить отношения с Россией, сколько нацелено на то, чтобы осознать свое реальное положение вещей в регионе. Вот. Если говорить, допустим, об интеграции, про НАТО я вообще не говорю, это перспектива очень-очень туманная. Вот. Про Евросоюз тоже это далеко не близкая перспектива, потому что после того, как закончится конфликт российско-украинский, вот, вопрос станет в первую очередь об интеграции Украины в Европейский Союз. Это гигантская проблема. И в плане безопасности, и в материальном отношении, и в морально-психологическом отношении, потому что это травмированное будет общество. Вот. Со своей уже сформировавшейся национальной идеологией, которая сформировалась на вооруженном конфликте. Это мы с вами хорошо знаем, что вооруженный конфликт, какие создает паттерны на национальном самосознании. Вот. Поэтому это гигантская проблема. Я не думаю, что прям сразу кинуться расширять Евросоюз за счет страны, которая находится в тысячах километров от границ с Евросоюзом. И другое дело, конечно, Европа, Америка, Турция, они не оставят своим вниманием Грузию. Вот. И они будут стремиться к тому, чтобы по своим стандартам она больше соответствовала западным странам. Там и рыночная экономика, и политические институты. Вот это влияние, несомненно, будет. Несомненно, будет влияние со стороны России. Вот. И поэтому Грузия будет обречена на то, чтобы лавировать. Это значит, что она должна будет, по крайней мере, не вызывать антагонизма к себе со стороны вот этих крупных акторов. Естественно, это будет налагать отпечаток и на заявленные стремления об евроинтеграции. Вот это все процессы будут, естественно, тормозиться. Потом мы не должны забывать, что есть, помимо России, есть и Турция, которая очень большое влияние оказывает на ту же Грузию. И в экономическом, и в политическом плане, и в плане безопасности. Но, мягко говоря, эта страна тоже далекая от евростандартов. Она тоже является уже 20 лет кандидатом на вступление в Евросоюз. Но с тех пор она вообще дрейфует в сторону от Европы, мы видим. Это и в плане идеологии проявляется, и в плане внешней политики проявляется. А это для этой страны, Грузия, это ближайшая прямо территория, куда вложены гигантские, кстати, инвестиции. И эта территория примыкает к Азербайджану, который является самым близким стратегическим партнером Турции и в регионе, и вообще вот, в идейно-духовном смысле. Вот, поэтому здесь гораздо сложнее картина, что вот вопрос выбора грузинских политических элит.
куда идти, куда интегрироваться. Можно, конечно, вывесить флаги какой хочешь страны, какой хочешь организации, но это ближе к этому не станет. Потом, события, которые происходили в Грузии последний год, они показали, что Грузия сама по себе, по своим характеристикам, далека от той рекламной картинки, которую создавали грузинские власти в своем стремлении продемонстрировать близость к европейским ценностям. Вот. Это совершенно видно, что в Грузии очень сильные консервативные силы, вот, традиционалистские. Там в этой связи возникало не раз очень серьезное напряжение. То есть я думаю, что и Запад более внимательно будет смотреть на то, что реально собой представляет Грузия. Вот. Грузия – это постсоветское государство. Так же, как и другие постсоветские государства. Я нас не исключаю. С высоким градусом национализма. Вот. То есть это, можно сказать, постсоветские государства, они находятся на более низкой ступени развития в этом смысле. Потому что для западных стран, старой Европы так называемых, национализм, он в значительной степени, не полностью, но преодоленный такой этап. Это связано с социально-экономическими процессами в этих странах. Для нас это вопрос формирования нации, он продолжается. С этим связано. Вот и поэтому еще раз хочу сказать, когда грузинские политики говорят об урегулировании отношений с абхазским народом, они должны понимать, что абхазский народ в настоящее время представляет собой не просто этнос, что абхазский народ собой представляет нацию. Вот. Если говорить об урегулировании отношений с Абхазией, надо говорить прежде всего о признании существования абхазской нации. Кстати, И, соответственно, абхазской власти. Да, абхазской нации со всеми ее атрибутами. Это идеология, это политические институты, это границы, это представление о своем месте, свое представление об истории, о своей исторической миссии. Вот и мы, и грузины в этом смысле находимся примерно на одной стадии развития. Вот. То есть стадии формирования вот этой нации. Да, значительный этап, значительные шаги пройдены, но пока наше общество не готовы отказываться от вот этих всех национальных своих признаков. Вот. Поэтому здесь вот это самая большая сложность, кстати. Я вот слушаю грузинских комментаторов в Ютубе и так далее. Там, и это касается и тех, кто поддерживает грузинскую мечту, и тех, кто яростно выступает против грузинской мечты. Они не готовы признать существование абхазской нации. Кстати, существование абхазской нации признавалось в советские времена. Пусть откроют советский энциклопедический словарь, там написано Абхазия, советская нация, социалистическая нация написано. Вот. Потому что советская историография разделяла были капиталистические нации и социалистические нации. Вот. Кстати, мы должны вспомнить, как конфликт начинался. Фактически Грузия в одностороннем порядке стала осуществлять через принятие соответствующих правовых актов демонтаж политических институтов, обеспечивающих деятельность абхазской нации. Вот. В этом надо искать корни конфликта. Если мы говорим, тут никакие изменения ни в чью конституцию не помогут. Есть факт. Существует грузинская нация, существует абхазская нация. Вот из этого надо исходить в поиске каких-то возможностей для урегулирования взаимоотношений между ними. В этом и те, и другие заинтересованы. Мы же не можем жить вечно в состоянии конфликта, мы ожидать, когда там что-то там, вторжение какое-то произойдет, там еще что-то. Поэтому мне кажется, что в этом смысле какие-то верные посылы грузинская мечта сделала. Вот. Будем смотреть, что
что будет происходить после выборов. Я хотел бы уже вернуться к Абхазии, потому что Абхазия в этом процессе, она выглядит пока наблюдателем, то есть есть очень серьезное телодвижение внутри самой Грузии, там обсуждения и так далее. Есть как бы какие-то, опять же, подозрения, да, вот наличие контактов между Москвой и Тбилиси, и речь в этих контактах идет в том числе и об Абхазии. То есть мы пока в этом плане как бы выглядим наблюдателями. Особо как-то тоже не реагируем на то, что грузинские власти говорят и заявляют. Но при этом понятно, что вот эта позиция простого наблюдателя, она как бы не имеет каких-то особых плюсов. И с другой стороны, мне кажется, мы сами уже начали тихо осознавать это ощущение. Да? То, по крайней мере, у нас новый глава Министерства иностранных дел вновь вернулся в эту должность в третий раз уже, Сергей Миронович Шамба, и который тоже сделал ряд заявлений, явно говорящих о том, что абхазская сторона желает как бы новую динамику какую-то привить, и женевским переговорам в том числе. Но как мы должны вот в этой связи вести? Наша позиция должна быть более активной, или мы должны выжидать, что же нам предложат? Ну, во-первых, всегда реалии гораздо сложнее. Там, что предложат, это даже что бы ни предложили, это все равно будет стартом для обсуждений. Вот. Я считаю, в чем абхазская сторона заинтересована. Ну, это очевидные вещи. Это безопасность, это гарантии сохранения нашей нации, это равно нашего государства. Вот. Нации вне государства, собственно, не существует. Вот. Возможно, международные гарантии сохранения, поддержания вот этой системы безопасности и неприменения силы в отношении Абхазии. Вот. И еще раз возвращаюсь, надо менять климат. Климат в наших взаимоотношениях с Грузией, во взаимоотношениях наших обществ. Нам надо очень многое осознать. Вот, посмотри внимательно. Во-первых, нужна серьезная работа идеологическая, чтобы осуществить деэскалацию. Для этого должны быть какие-то реальные шаги. Вот, в том числе даже декларации очень важны. Вот, например, ни разу не было сделано декларации от любой грузинской власти, действующей, которые бы сказали: да, мы были виноваты. Вот был такой националистический угар, мы предприняли попытку силовым путем решить эту проблему взаимоотношений с Абхазией. Это же вещи, которые на поверхности лежат. Вот. И это тоже был важный стимул для начала какого-то диалога. То есть символические шаги, они тоже очень важны. Вот. Мне кажется, что вот, ну, опять все будет ясно по результатам выборов. Хотя я тоже не считаю, что для Грузии это судьбоносный выбор парламентский. Потому что, ну, даже если грузинская мечта уйдет с политической арены, ну, наверное, те, кто к ней придут, не будут на смену, придут, наверное, не будут сумасшедшие, они будут исходить из реалий окружающих их. Если они заинтересованы в процветании Грузии будут, они должны будут с этими реалиями считаться. Вот. Вот. И кто бы ни победил, нам все равно придется исходить из того, что существуют две нации со своими интересами, и что надо эти интересы примирить. Вот. И повестку, какую бы кто ни предложил, мы же знаем, что у нас свой опыт есть ведения переговоров. Нам предлагали не раз повестки, в том числе российские представители, которые предполагали иерархические взаимоотношения между Тбилиси и Сухумом. Вот. Ни одна из этих моделей принята не была.
Вот то, что было сторонами подписано, начиная от заявления 4 апреля 1994 года, вот, это все, что говорило о возможности делегирования каких-то полномочий создаваемым органам власти. Вот на что максимум Абхазия шла. Вот есть такой доклад 3 мая 1994 года, там есть приложение. Приложение называется «О политическом регулировании, что ли, конфликта». Точное название не помню, но можно найти. Там взгляд ООН, как можно урегулировать, какая модель может быть урегулирования. Вот. То есть по этой истории мы видим, что Абхазия, максимум на что она соглашалась, это вот, как ты любишь говорить, конфедерация. Вот. Нет, я говорю то, что у меня ощущение, что речь идет об этом. У меня пока ощущений таких нету, потому что это очень гипотетическая тема. Вот. Сейчас, еще раз говорю, надо решать приземленные вопросы. Торговля, транспорт, связь, перемещение людей, соблюдение прав человека, там родственные связи у многих людей, которые по обе стороны границы живут. Разные другие контакты на уровне ученых, интеллигенции, тех же историков. Мне кажется, существует дефицит в том, чтобы встретились и квалифицированно обсудили эти вещи, без политизации. Вот. То есть вот эти вещи, карта, что по мерам укрепления мира доверия мы можем решать совместно. Даже в нынешних, даже оставив в стороне ключевой вопрос. Ну, вот ты заметил, что эти предстоящие парламентские выборы для Грузии, они не будут судьбоносными. Я вообще не люблю это слово «судьбоносные». Да? Но, мне кажется, тем не менее, они... Участники выборов всегда любят представить, что если они не победят, что апокалипсис. Мир перевернется вверх ногами. Согласен, да. Но для Грузии они очень важны, потому что со стороны, мне кажется, это выглядит, что... определяются две большие идеологические платформы. В результате этих выборов определятся. Но раньше, допустим, все грузинские политические силы, они в реальности идеологически были схожими. То есть евроинтеграция, все остальное и так далее. За все хорошее и за все плохое. То есть, да, против всего плохого. Сейчас, в общем-то, определяются две такие силы. Да, там такой четкой границы нет, но тем не менее вот эти тренды, они существуют. Одна чисто европейская, другая модель, где, в общем-то, делается ставка на Грузию со своим традиционализмом, на Грузию, где, допустим, тот же Иванишвили... Консерваторы и либералы. Да, консерваторы-либералы, но как бы Грузию видят в будущее, там, допустим, мечтатели, мне кажется, они, конечно же, у них нет такой мечты там как-то очень сильно там побрататься с Россией, да. Мне кажется, тот же Иванишвили видит Грузию свою вот нечто вот таким Азербайджаном, да, который имеет как бы влияние в регионе, особо ни с кем не сближается. Ну, я Турцию в расчет не беру, в общем-то, там слишком как бы культурная, там языковая и так далее, там слишком много общностей. Но вот как бы за счет вот этого... Азербайджана с Турцией, между да. Да, и за счет вот этого как бы балансирования Азербайджан явно, в общем-то, поймал дивиденды. И, то есть, как бы... Иосиф Брос Тито тоже ловил свои дивиденды. Нет, и я сейчас... В советские времена. Да, в советские времена, но это закончилось, когда Иосиф Брос Тито умер. Да, очень многие вещи держатся обычно на каких-то определенных личностях, и это понятно. Роль личности в истории еще никто не отменял. Но я к тому, что, в общем-то, в Грузии образуются две такие
платформы, да, они окончательно не сформированы, но тем не менее они формируются, у меня такое ощущение. И с другой стороны, в контексте нам, Абхазии, и мне кажется, допустим, наши власти, там, я не говорю, что они там громогласно все время говорят там о грузинской мечте, там вот как бы в положительных тонах, но нет, да высказывают, да, то есть такие. Ну, слушай, почему не похвалить хороших людей? Да. Ну, то есть Скромно. Да, то есть, в принципе, в Абхазии видят, что, допустим, та же грузинская мечта, как, допустим, я не знаю, там, партнер, визави, как хочешь назови, партнер там, в переговорах, там, визави, как противник и так далее, он более понятен, более, можно сказать, конструктивен и более, естественно, миролюбив. В нынешнем контексте я добавлю. В контексте, да. Вот по-твоему, насколько вообще вот такой взгляд как бы имеет место быть, соответствует реалиям? Взгляд, что есть в Грузии две какие-то силы? Не. А что? Абхазский взгляд на то, что вот грузинская мечта, это вот более соответствует нашим интересам, если вдруг грузинская мечта выиграет. Если говорить, грузинская мечта не первый год у власти. Вот. Ей были все-таки сделаны шаги, которые позитивно абхазским обществом оцениваются. Это касается и прекращения всяких там диверсионно-террористических там действий на территории Абхазии, вот, которые со второй половины 90-х до вот, практически их прихода к власти, это гигантская была проблема. До конца саакашвилевского периода. Вот, это была гигантская проблема. Это важный шаг по деэскалации конфликта, созданию мирных условий. Потом, ну, мы знаем, что работает медицинская программа, которой тысячи жителей Абхазии воспользовались. Это не может не влиять на общее отношение вот, к тем, кто такие решения и такие условия создал. Ну, она, да. То есть, помимо каких-то разговоров, мы имеем и примеры позитивные, которые были осуществлены грузинской мечтой. Вот. С этим, наверное, связано желание абхазских политических элит в качестве визави сохранить грузинскую мечту, в качестве визави для возможного диалога. Потому что там очень уравнение со многими неизвестными, в случае, если, допустим, они потеряют власть. Вот. Тоже я не думаю, что прям что-то произойдет катастрофическое, но мало ли чем, как говорится, не шутит. Вот всякое бывает. Ты же сам сказал, что субъективные факторы часто влияют. И, казалось бы, рациональный абсолютно курс, он кем-то там подрывается из субъективных каких-то там настроений. Вот. Поэтому, ну, это понятно. Почему абхазская страна хотела бы... Это не только... Это и не думаю, что настолько связано с тем, что там Москве нравится там грузинская мечта. Не думаю, что там в особом восторге тоже от грузинской мечты, потому что ну, они смотрят, выбирают, что называется, из двух зол. Вот, потому что, еще раз говорю, настроения грузинского общества, они вряд ли очень быстро изменятся. Это гигантская, титаническая должна быть работа. Настороженное такое отношение к России, это так быстро не меняется. Поэтому политические силы Грузии, они будут из этого исходить. И, естественно, ну, если в Грузии будут у власти реалисты, мечта или не мечта, они все равно будут лавировать. А когда они будут между какими-то силами притяжения. Вот здесь у абхазской стороны тоже появляется площадка для реализации своих интересов. В том числе и выстраивание конструктивных отношений с грузинской стороной. Я думаю, на этом мы будем, в общем-то, завершать нашу передачу. Режиссер все время показывает нам, Валера Кураско, показывает, что цигель, а я люблю.
Я напомню, что сегодня мы говорили о Грузии, о тех политических процессах, которые проходят накануне парламентских выборов, которые должны пройти в конце октября. И, естественно, нас интересует это в контексте наших проблем абхазских. И я буду прощаться. Напомню, что нас можно смотреть на YouTube-канале «Чегемская правда». Нас можно смотреть на странице на Facebook, тоже «Чегемская правда», читать на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su. Некоторые мои комментарии по поводу происходящего можете с ними ознакомиться на телеграм-канале Инал Хашик «Чегемская правда». В общем-то, читайте, подписывайтесь, смотрите. Астамур, большое спасибо. Спасибо. До свидания.